Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марфирина Алексеева в программе News on Air. Сегодня в выпуске обзор самых интересных событий о быте и сезонных промыслов народов Якутии, а также обзор очень интересных видеофактов из социальных сетей. Давайте начнем. Как я вам рассказывала в утреннем эфире, сейчас в Якутии активно идет сезон подледной рыбалки на карася под названием Мунха. Целыми деревнями якутяне идут на рыбалку, затем делят весь улов между собой. В селе Кутана Сонтарского улуса в Мунха участвовали школьники. Взрослые решили приобщить ребят к национальной рыбалке, а затем, как всегда, поделили улов между всеми присутствующими. Вашему вниманию эпичный видеоряд со всеми любимой рыбалки Мунха. В Якутии рыбаки выловили морское чудище. С таким названием распространилось фото в социальных сетях. Фото с такой рыбой время от времени появляется в сети, и многие всегда удивляются его неказистому виду. Развеем мифы. Это рыба-подкаменщик сибирский. На якутском языке его везде называют по-разному. Например, лаха, баджар-балык, таз-бас. В народе называют просто бычок. Его внешние данные могут быть разными в зависимости от местных условий. Подкаменщик редко достигает размеров свыше 12 сантиметров. Именно поэтому, выловив большого бычка, люди часто называют его чудищем. Подкаменщик является индикатором чистоты водоема, поскольку в загрязненных водоемах жить не может, а из-за своей малочисленности не имеет промыслового значения. Думаю, после таких своеобразных новостей нам необходима маленькая позитивная пауза. Вашему вниманию медведь Ломоносов из зоопарка Ортодайду. Затянувшаяся осень в этом году сделала свое дело. В селе Толон Ленского района расцвела верба. Вчера на лыжной базе Ленского района стартовал наконец-таки лыжный сезон. О том, как это было, видеоролики от Вестника Ленского. Сегодня поздравляю всех наших ленчан с открытием зимнего сезона. Сегодня у нас открываются лыжные старты. То есть приглашаются все желающие жители нашего города принять участие в массовом забеге по лыжным гонкам. Настроение прекрасное. Ждешь всегда, когда начинается сезон. Потому что, как говорили древние, «Менс сана инкорпора сана», так, по-моему, в здоровом теле и здоровый дух. Ну вот, несмотря на свой возраст, мне исполнится 72 в январе, я стараюсь вести здоровый образ жизни. Лыжи – это вот радость. Настроение отличное. Лыжная гонка традиционно, проводим ее классикой. Поэтому поздравляю вас, всех участников. В этот день открытия лыжного сезона пришли всей семьей. У меня все занимаются лыжами.
Позитивное видео семейного соревнования распространилось в социальных сетях. Муж с женой соревнуются в колке дров. Болельщики, дети, сын за кадром болеет за маму, а женщина, на удивление, очень достойно соревновалась с мужем. Посмотрите сами, ее умение вызывает восторг. Эгин, это не ради. Мам, давай. Тима! Папа, это не ради. Мама, давай. Пахай. Мама, хатада. В Якутске в декабре пройдет второй республиканский фестиваль короткометражного кино «Республика кино». До 20 ноября будет идти прием заявок и работ от участников. Как сообщили в Сахафильме, «Республика кино» – это новый формат фестиваля и площадка для создания творческих союзов, видений и жанров. А его главной целью является поиск и открытие новых имен. Организаторы помогут участникам реализовать проекты и расширить границы развития. В фестивале могут принять участие как профессиональные авторы, так и начинающие. Отбор фильмов длительностью от 5 до 45 минут проходит по 4 направлениям. Якутский фильм «Дети войны» от режиссера Сарданы Барабановой получил международные награды фестиваля в Москве и в Минске. А между прочим, стартом для этих наград стал именно фестиваль «Республика кино». Фильм называется «Сариолоро». Это у нас документально-анимационный фильм. Неожиданно для нас мы выиграли в номинации «Лучший фильм». Этот фестиваль стал как бы своего рода трамплином для участия уже в других фестивалях. То, что, кстати, фестиваль проводится ежегодно, это очень хорошо, потому что есть как бы время, чтобы продумать идею, реализовать. Хотелось бы пожелать фестивалю, организаторам фестиваля, то есть Сахафильму, чтобы каждый год было больше и больше участников, чтобы каждый год проводились больше мастер-классов. Например, если относительно нас, это для документалистов, чтобы приглашали именитых документалистов, режиссеров, операторов, и мы бы у них переняли их опыт. Кстати, «Республика кино» – это площадка не только для режиссеров. Оператор фильма «Соготох» Бес Андрей Егоров рассказал о том, как неожиданно было ему получить следующую награду. В прошлом году летом мы сняли с режиссером Данилом Осиповым короткометражный фильм «Соготох Бес». Данил сказал, что будет фестиваль «Республика кино», наш здешний, и сказал, что подает туда заявку. Это было неожиданно, можно сказать, потому что сказали, очень много работ было. Когда сказали мое имя, я сперва даже не понял, у меня тут друзья сидели, они такие, давай, выходи, и меня там толкали за плечо, И только тогда, наверное, там, стоя на сцене, уже осознал, такие фестивали нужны нам, чтобы раскрывать новые имена, новые таланты, потому что много кто хочет, наверное, снимать. И хотелось бы пожелать, чтобы масштаб больше был, чтобы участников побольше было. И спасибо организаторам за такую возможность. Удачи всем, кто будет участвовать в «Республике кино». Ну и в завершении выпуска давайте поговорим немного о спорте. Борцы из Якутии Эрхан Куличкин и Владимир Базов стали победителями всероссийского турнира по вольной борьбе среди юношей памяти Сергея Замбалова в Бурятии. Еще 5 якутян удостоились серебряных и бронзовых наград. Эрхан Куличкин смог завоевать первое место в весовой категории до 41 килограмма. Отметим, что в этом весе финал получился якутским. Куличкину противостоял его земляк Эльдар Авакумов. На 3-м месте расположились представители Бурятии и Забайкальского края. Еще одна золотая награда досталась Владимиру Басову из Якутии в категории до 85 килограммов. Победами кабайца Ивана Семенова и нюрбинца Никиты Хабарова. На абсолютном первенстве по Хапсагаю завершился турнир на призы братьев Наговицыных. Оба спортсмена получили от организаторов по 100 тысяч рублей. Турнир, который стал первым в новом сезоне, собрал 305 участников почти со всей республики. Так, среди борцов до 75 килограммов победителем вышел абсолютный чемпион республики Рустам Прокопьев.
В весе до 65 килограммов в финале победил представитель Чурапчинского института физкультуры и спорта Айсен Паскачин. В наилегчайшем весе победил Егор Находкин из Верхоянского улуса. До 85 килограммов Константин Власов из Мегино-Кангаласского района. А вилюйский мастер Николай Николаев первенствовал в категории до 95 килограммов. На этом наш выпуск подошел к концу, но мы с вами встретимся уже завтра в 11 и 17 часов. До новых встреч в эфире!